Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. За минувшие сутки в дежурную часть госавтоинспекции поступило более 10 телефонных сообщений по факту ДТП. По улице Автодорожная произошло столкновение двух автомашин. 39-летняя женщина за рулем Toyota Auris получила множественные переломы ребер, тупую травму живота. Госпитализирована в медучреждение. Еще одно ДТП произошло по улице Автодорожная. Водитель Suzuki Grand Vitara не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди Toyota Mark II. Шестилетняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. В момент столкновения девочка находилась в детском кресле. Это позволило избежать более серьезных травм. Причину ДТП инспекторы установили сразу. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования отказался. 11 октября около 11 часов утра водитель микроавтобуса УАЗ наехал на заднюю часть распуска трактора марки МТЗ-82. Пострадали 3 человека. 31-летний водитель УАЗ на автодороге Амга при обгоне не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил касательное столкновение с задней частью МТЗ-82, за рулем которого находился 40-летний водитель. С различными телесными повреждениями в медицинское учреждение обратились 5 человек, 3 из которых госпитализированы с переломами. В Жиганске запретили торговать алкоголем. Депутаты Наследного совета единогласно проголосовали за принятие закона. Он вступит в силу с 1 декабря этого года. В отношении лиц, нарушивших запрет, будут приняты жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовных дел. Население поддержало полный запрет продажи алкогольной продукции и пива. Проголосовало за 63%, против 36%. Инициативная группа, депутаты и отделение полиции будут проводить проверки по мере поступления сигналов о правонарушении принятого референдума. Да, действительно, 9 сентября прошел референдум о полном запрете продажи алкогольной продукции и пива. Большинством голосов референдум, был принят. 368 человек проголосовало больше за, чем против. Поэтому референдум считается состоявшимся. И сегодня депутаты приняли единогласное решение разрешить допродажу алкогольной продукции и пива на территории Жиганского наслега до 1 декабря 2018 года. Безопасный город – такое название носит программа построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса, действующая в Тампонском районе с 2012 года. Наш корреспондент Нина Ханарова расскажет, есть ли результаты в борьбе с правонарушениями на улицах поселка Хандыги. В 2012 году на улицах райцентра поселка Хандыга появились первые 4 камеры с выводом на дежурную часть полиции. В связи с дальнейшим развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» правоохранительный сегмент развернут и на базе единой диспетчерской службы с видеонаблюдением и речевой фиксацией переговоров. В настоящий момент у нас функционирует 9 видеокамер. Они у нас функционируют синхронно с дежурной частью РОВД. Диспетчер нашей ДДС и оперативно дежурные в онлайне наблюдают все, что происходит на улицах поселка Хандыга. Камеры установлены, по мнению полиции, в наиболее криминогенно опасных участках. В этом году дополнительно развернуты еще 3 видеокамеры и еще 6 отгружены с завода-изготовителя и прибудут в Хандыгу к середине октября, что даст почти 80% охват видеонаблюдением. Всего по этой программе освоено по муниципальному контракту 570 тысяч рублей. Если 2017 год сравнить, то у нас было там 23 правонарушения выявлено благодаря уличному видеонаблюдению. И было раскрыто 2 преступления. То в этом году уже мы 2 преступления, это связанные с управлением в нетрезвом состоянии водителями, было выявлено. Также было 2 преступления раскрыто с помощью этого камеры видеонаблюдения. И выявлено 47 правонарушений. Эта программа направлена на профилактику правонарушений и раскрытие преступлений, поэтому ее следует продолжать и наращивать в будущем. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Тампонский район. Следствие официально установило, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе, из-за чего им грозит до 7 лет колонии. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов. В результате 2 нападений от рук футболистов и их друзей пострадали 3 человека. Сначала на улице был избит водитель одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе 2 чиновника. Потерпевшие написали заявление в полицию.
Изначально по 2 фактам избиений было возбуждено уголовное дело о побоях. Есть ли в нем подозреваемый, неясно. Но затем полиция выделила из него дело по более строгой статье о хулиганстве, персонально в отношении Кокорина и Мамаева. В Германии арестован подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Гражданин Болгарии задержан в земле Нижняя Саксония по запросу из Софии. Названо имя предполагаемого злоумышленника. Ранее взятый под стражу гражданин Румынии отпущен, поскольку следствие установило его алиби. Подробности в репортаже наших коллег. Полиция в немецком городе Штаде по запросу болгарских коллег задержала подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщил в Софии генеральный прокурор Сатир Цацаров. Мы собрали большой объем улик, которые пока дают основания полагать, что данное лицо виновно. Ему заочно предъявлены обвинения в 2 преступлениях – изнасиловании и преднамеренном убийстве с особой жестокостью. Следствие пока не готово утверждать, что преступление связано с профессиональной деятельностью покойной. Тело Виктории Мариновой было обнаружено в субботу в городе Русе на севере страны. Журналистка вела расследование о предполагаемом расхищении фондов ЕС, выделенных Болгарии. Факт ареста подозреваемого подтвердил шеф Бюро криминальных расследований Нижней Саксонии Фридо де Фрис. Запрос об экстрадиции автоматически связан с общеевропейским ордером на арест. Подозреваемый предстанет в Штаде перед судом, который рассмотрит юридические основания для выдачи. На принятие решения может уйти до 40 дней, но я полагаю, что болгарские власти будут настаивать на экстрадиции. По информации болгарских и немецких изданий, арестованный 21-летний Северин Красимиров был известен полиции обеих стран. Он занимался хищениями цветных металлов. Его личность удалось установить по анализу ДНК. В ходе вечернего полицейского рейда в Штаде были задержаны 2 мужчин. Одного из них отпустили. Освобожден также гражданин Румынии, на которого ранее пали подозрения в убийстве Мариновой. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.